Придомовая территория на Лермонтова 29/1 внесена в список приоритетных. В этом году здесь будет сделана детская площадка, высажены деревья и заасфальтирована дорога. По словам жительницы дома Надежды Вишняковой, благоустройство их двора не проводилось с 1994 года. Хотелось бы, конечно, чтобы вот возле каждого дома, вот как сейчас, вот эти вот дорожки, чтобы нормальная дорога заасфальтированная была, чтобы площадка была хорошая, красивая, ну, по тем стандартам, по которым вот сейчас положено детские площадки строить вообще. В одном только строительном округе более 180 дворов. В этом году благоустройство будет проведено в 8, остальные отремонтируют в течение 5 лет. Чтобы иметь полное представление о состоянии территории, в Якутске было решено провести масштабную перепись придомовых и общественных пространств. Мы уже отработали 92 двора. Вот, и сейчас работаем по жилому фонду деревянного. Практически мы до пятницы должны уже подготовить полностью весь материал. Специалисты городских и пригородных управ описывают все: детские площадки и парковки, наличие скамеек и уличных фонарей, а также все зеленые насаждения. Всего это более 3000 дворов. Детальный подход позволит создать сводный перечень для формирования в Якутске комфортной городской среды. Первоочередность уже будет наступать у тех, кто проведет общее собрание собственников, кто примет участие в виде финансового или трудового какого-то соучастия в этой программе. Только в этом году на ремонт и облагораживание территорий из бюджетов города, республики и федерального центра было выделено почти 155 миллионов рублей. На эти средства будут проведены работы на 21 придомовой территории. Полную опись дворовых и общественных территорий управы округов должны провести в весьма сжатые сроки. Чтобы получить федеральное софинансирование, Якутск должен предоставить все данные в систему ГИС ЖКХ не позднее 5 августа. Анна Лебединская, Иван Максимов. Вести, Якутск.